Главные события уходящей пятницы 8 мая в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Перемирие ко Дню Победы и новые атаки в Минобороны России сообщили о сотнях нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Углеродная нейтральность как новая цель. Якутия. Республика приняла климатическую концепцию до 2040 года. Расскажем подробности. Эшелон Победы встретили в Алданском районе. Ретро-поезд времен Великой Отечественной вновь прошел через станции Якутии, собирая сотни жителей и сохраняя память о поколении победителей. В столице республики подняли Знамя Победы. Копию легендарного символа передали лучшему юноармейскому отряду республики. Память, объединяющая поколение. Делегация Якутии посетила мемориал в Ржевском районе, где почтила память воинов якутян. Все группировки российских войск в зоне СВО в соответствии с объявленным президентом России Владимиром Путиным перемирием ко Дню Победы полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях с нуля по Москве 8 мая. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в ВСУ, несмотря на объявленное перемирие, продолжают наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам приграничия Белгородской и Курской областей. Всего с их стороны зафиксировали 1365 нарушений режима прекращения огня, уточнили в Минобороны. Российские подразделения реагировали на нарушение перемирия зеркально. Тем временем, в период празднования Дня Победы в местах проведения праздничных мероприятий в Якутске будет временно ограничен доступ к мобильному интернету. Как сообщили в мэрии, данная мера направлена на обеспечение антитеррористической и общественной безопасности населения. Окружная администрация города рекомендует жителям и гостям столицы иметь при себе наличные денежные средства для оплаты товаров и услуг на время действия ограничений. Помимо этого, в период празднования будут действовать ограничения на полеты беспилотных летательных аппаратов. В случае выявления БПЛА к ним будет применяться принудительная посадка. Остаться без крыши над головой в конце апреля жители села Новая Табага были вынуждены съехать со своих квартир. А все из-за случившегося в их доме пожара. Люди вынуждены ютиться по друзьям и родственникам. Вероника Таюрская продолжит тему. Вот так сейчас выглядит восьмиквартирный жилой дом в селе Новая Табага по адресу Каландаршвили 1. Запах гари, копоть и испорченные вещи – это результат пожара, произошедшего днем 28 апреля. Пожар начался где-то в 13:05, где-то в 13:10. Ко мне в этот момент приходила педиатр на вызов, ребенок болеет. Осмотр провела, ребенка посмотрела, она пошла на выход, почувствовала запах дыма, выглянула, думала, что у соседей, оказалось, что с нижней вообще квартиры, с 4-й, получается, вверх дым пошел. Жители второго этажа стали заложниками собственных квартир. Дым от возгорания заблокировал их в собственном жилье, из-за чего людям пришлось ждать помощи пожарных. Я, наверное, последняя самая выходила, потому что я плохо слышу, плохо вижу. И что-то затрещало за дверью, я пошла посмотрела, а там уже огонь полыхнул вовсю. Хорошо мне пожарники помогли. Окно выбили и вытащили. По информации республиканского МЧС, огнем была охвачена квартира общей площадью в 60 квадратных метров и коридор в 10 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано 4 человека, а для тушения пожара было привлечено 53 человека личного состава и 13 единиц техники. Они буквально очень быстро приехали, конечно, спасибо. Я просто обычно в это время ложимся с сыном на обед спать вовремя, мы не легли, приехал педиатр, так бы мы уснули бы, сами знаете, да? А так буквально 2-3 минуты, от силы. Может быть, 5. Несмотря на то, что пожар произошел 28 апреля, люди вынуждены жить у друзей и родственников, так как их квартиры все в копоти и в саже. Некоторые жильцы, как Кристина Ким, являющаяся женой участника СВО, вынуждена проживать с родителями в небольшом доме. А 83-летней Екатерине Наумовой пришлось переехать на неотапливаемую дачу. Сейчас я на дачу уехала там, тоже все вывезла, там тоже девать некуда. Все заставлено. Дача – это летний домик. Только лето. На следующий день после пожара жильцы дома обратились в департамент жилищных отношений с просьбой о предоставлении маневренного жилья. Но, по их словам, в этом им отказали. В департамент жилищных отношений, там сказали, что есть эти общежития, в городе, но они заняты. Свободных
комнат, нет жилья, чтобы нам могли бы кому-то выделить, у кого вообще совершенно у нас, у многих здесь нет жилья, да, другого. И поэтому как бы отказ мы получили. Сам же дом в Новой Табаге признан аварийным в 2020 году и имеет износ в 95%. Сейчас жителям не разрешается прибираться у себя в квартирах, так как точная причина возгорания до сих пор не установлена. Но пока жители надеются хоть и не на скорейшее переселение, но хотя бы на предоставление маневренного жилья. Вероника Таюрская, Юргун, Старостин, Табага. В Якутии с начала 2026 года материальную помощь на ремонт жилья получили 66 ветеранов Великой Отечественной. На эти цели направили более 2 миллионов рублей, рассказали в региональном министерстве труда и социального развития. Поддержка ветеранов действует в республике с 2008 года. В минувшем году, напомню, выплаты на улучшение жилищных условий получили 326 человек на общую сумму около 11 миллионов рублей. Размер единовременной выплаты зависит от территории проживания. Для ветеранов из первой зоны республики предусмотрено до 50 тысяч рублей, для второй – до 30. На прошлой неделе Якутия приняла концепцию углеродной нейтральности. По прогнозам разработчиков документа, к 2040 году республика сократит выбросы парниковых газов на 40%. Как регион с экономикой, опирающийся по большей части на грязную промышленность, планирует перейти к климатическому благополучию, разбиралась наша съемочная группа. Кажется, что просто существование человека вредит планете. Вся наша жизнедеятельность заточена на разрушение природного баланса. За примером далеко ходить не надо. В школе каждый слышал о парниковом эффекте. Земля медленно, но верно нагревается. Это проблема мирового масштаба. Ее последствия чувствуют и в Якутии. Уж слишком непривычно теплые зимы и жаркое лето. Процесс уже не остановить, но замедлить его в наших силах. На это и рассчитана концепция так называемой углеродной нейтральности. Разработали ряд предложений и мероприятий, которые, на наш взгляд, помогут нам извлечь, скажем так, выгоды и нивелировать риски от этой большой зарождающейся климатической экономики, которая связана с тем, что мы все стараемся предотвратить рост выбросов, потепление и, соответственно, адаптироваться к тем изменениям климата, которые уже неизбежно будут на промежутке 20-30 лет происходить. Говоря простым языком, Якутия будет поглощать больше углекислого газа, чем его производит. Вопросом о том, как мы к этому придем, целый год занимался коллектив ученых. И вывод исследований удивит обывателя. Наша республика вообще-то уже углеродно-нейтральна. Всю добычу алмазов, золота, газа и нефти сглаживает обширный лесной массив. Но далеко не все российские субъекты и даже страны могут похвастаться таким же количеством зеленых помощников. В Якутии у нас леса позволяют выступать в роли стока парниковых газов, то есть наши леса поглощают. У нас нет такой активной промышленности, которая бы загрязняла на таком региональном уровне планету. Но наши леса, они как бы поглощают эти выбросы, которые идут с центральной, с западной части нашей страны. Но Якутии все еще есть куда расти. Пресловутые пожары не только уничтожают леса, но и несут за собой не меньше вреда, чем те же недропользователи. Поэтому концепция поощряет промышленные компании внедрять экологические инициативы, в том числе помогать тушить возгорания или переходить на чистое топливо. Сфера энергетики, она охватывает большинство направлений. Энергосберегающие технологии, газификация населенных пунктов, они все вкупе дают минимизацию выбросов парниковых газов. То есть это может быть перевод газомоторного на газомоторное топливо и так далее. По всем отраслям это касается. Отдельный вопрос – сфера ЖКХ – больное место якутской экономики. Сделать ее энергоэффективной – это забег на длинную дистанцию, впрочем, как и вся концепция. Но только такое долгосрочное планирование позволяет улучшать ситуацию без шоковых последствий. Концепция углеродной нейтральности – первый шаг на большом пути. Теперь ученым предстоит сформировать программу с более конкретными мерами, но дорогу осилит идущий, как говорят сами светила науки. Ржана Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. В Якутске в праздничные выходные с 9 по 11 мая перекроют ряд улиц из-за мероприятий ко Дню Победы и капитального ремонта дорог. Ограничения коснутся центра города, а также нескольких транспортных развязок 9 мая с 6 утра до 11 вечера. Для проведения праздничных мероприятий закроют улицы Хабарова, Богатырева, Богдана Чижика, Бестужева-Марлинского и участок набережной Романа Дмитриева.
Кроме того, с 8 утра до 4 часов дня из-за шествия Бессмертного полка перекроют проспект Ленина и ряд центральных улиц, включая Ярославского, Черяева и Губина. 10 мая ограничения ведут с 8:30 до 2 часов дня на время забега «Помним, гордимся, благодарим». 81 год назад поезда несли великую победу во все уголки страны. Дань уважения дедам и прадедам мы воздаем сохранением памяти. Через города и поселки Алданского района прошел эшелон победы. К ежегодной гражданско-патриотической акции присоединились сотни жителей. В числе встречающих ретро-поезд были и наши коллеги. Все дальше и дальше уходит в историю победный май 45-го года. В канун Дня Победы особенно глубоко ощущается величие подвига, совершенного советским народом во имя мира и тишины. Сегодня алданцы вновь собрались на железнодорожном вокзале города, чтобы встретить эшелон победы. Атмосфера, душа поет. Конечно, такой праздник великий. Первый раз на этом мероприятии, потому что всегда работаешь, а тут с организацией организовали. Я прям очень рада, что поехала. Все хорошо. На празднике этом я уже не первый раз. Первый раз я посещала здесь с семьей. Сегодня так удалось, что организация организовала, и мы приехали. Настроение отличное. Я люблю этот праздник и считаю, что мы должны своим детям внушить, чтобы помнили и чтили. На перроне звенели песни военных лет, кружился вальс и не иссякали слова благодарности тем, кто в страшные 40-е заплатил за победу огромную цену. К гражданско-патриотической акции, которую проводит компания «Железные дороги Якутии» совместно с администрациями поселений, ежегодно присоединяются сотни алданцев. Уважаемые ветераны, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину нашей великой победы над фашистской нацистской Германией. Наши братья, наши сыновья сегодня также находятся в зоне специальной военной операции, воюют с нацизмом, который когда-то не додушили наши деды. В 41-м в таких военных поездах отправлялись на фронт отцы, братья, мужья и сыновья, а спустя 4 года победители возвращались домой. Для пассажиров в стилизованном ретро-поезде предусмотрено 2 вагона. В числе путешественников были ветераны тыла, дети войны и близкие участников спецоперации. Подрастающее поколение, да, удачи, более разумно распоряжаться своей судьбой и защищать нашу матушку Родину. Самое главное. Следуя по территории Алданского района, эшелон Победы совершил остановки в поселке Нижний Куранах и городе Томот. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Тем временем в праздничный день, 9 мая, по всей России зазвучит гудок победы ровно в полдень. По местному времени находящиеся в пути машинисты грузовых и скоростных поездов, маневровых локомотивов и электричек подадут продолжительный звуковой сигнал. Этой традиции 81 год в мае 45-го за несколько минут до легендарного сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии по всей стране прогремели раскатистые гудки паровозов. В канун 9 мая в Якутске подняли символ Знамени Победы. Его дубликат традиционно передали лучшему юноармейскому отряду республики. Для гостей и жителей торжественная церемония стала напоминанием о том, что мир сегодня – главная ценность народа. Подробности у Дианы Антоновой. 81 год назад, в мае 1945 года, штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии был водружен на здании Рейхстага. Сегодня этот самый флаг стал символом победы, его поднимают на городских площадях по всей стране. Для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, Знамя Победы приобрело особое значение. До сих пор данный символ имеет огромное значение для наших бойцов. Я вот своими глазами видел, что на технике вот именно этот стяг используют штурмовики постоянно. И хотелось бы, чтобы вот значение данного символа перешло, конечно же, нашей молодежи, чтобы они понимали, чтили, знали, что это такое. Что заждался тишины, в нем память. На флагштоке развивается алое знамя. Для ветеранов и военных это символ несокрушимой мощи и величия Родины, а для подрастающего поколения – яркий пример мужества и верности Отечеству. В первую очередь церемония она необходима для молодежи.
чтобы они помнили, что они являются потомками народа-победителя. И об этом нельзя забывать. В этот день юноармейские отряды города Якутска выстроились в торжественное построение в рамках всероссийской акции «Мы наследники Великой Победы». Лучшему отряду вручили копию боевого знамени. Это знамя мы получаем уже 3-й раз. Для меня значит как честь, как дань уважения тем, кто воевал за нас, чтобы мы жили в мире. Юнармия – это, как бы сказать, патриотизм, и она помогает указывать любовь Родине и всем предкам. Накануне Дня Победы в Якутске прошли десятки других патриотических и культурных мероприятий. Жители города ежегодно объединяются, чтобы сказать спасибо поколению победителей и передать эстафету памяти будущим поколениям. Диана Антонова, Семен Семенов, Якутск. В Нерюнгри сегодня также создали яркий символ единства. В центре города прошла масштабная акция «Знамя Победы». Флешмоб посвятили 81-й годовщине Великой Победы. В нем приняли участие все желающие жители и гости города. Флешмоб «Знамя Победы» объединяет поколения. Вновь в столице Южной Якутии проходит масштабная акция, посвященная Дню Великой Победы. Конечно же, это мостик между поколениями, нашим поколением, прошлым поколением. Это связь с нашими дедами, прадедами. Это, конечно же, связь с молодежью, которая продолжает хранить и нести традиции, заложенные нашими дедами и прадедами. В центре города собрались взрослые и дети. Это участники флешмоба, полные гордости за свою страну и память о Великой Отечественной войне. Вместе с театром «Актера и кукол» мы решили устроить некий флешмоб, акцию «Знамя Победы». Это все нужно для того, чтобы молодое поколение помнило, чтило, уважало наших героев, за мирное небо над головами. В это сложное время, когда история иногда искажается, акция «Знамя Победы» – это наш ответ. Это символ несгибаемой воли и единства, который является не просто историческим артефактом, а живой памятью, передающейся из поколения в поколение. Эта акция дает нам, наверное, больше вдохновения, что мы помним, мы не забыли, никто не забыт, ничто не забыто. Само знамя представляет собой красное полотно размером 23 на 11 метров. Идея организаторов заключается в том, чтобы поддержать красную цветовую гамму акции в элементах одежды. Жители Нерюнгри с флагами в руках и гордостью в сердце показали, что знают и помнят свою историю и готовы беречь мир, завоеванный такими великими жертвами. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Мастер-класс по изготовлению поделок из эпоксидной смолы провела педагог 3-й городской школы Ленска для жен участников специальной военной операции. В предыдущие месяцы участницы приготовили десерты, получили уроки самообороны, научились петь, посетили занятия йоги, пообщались с психологом. На этот раз организатор Владлена Инешина предложила девушкам выполнить поделку из эпоксидной смолы «Лето на память», используя для этого сухоцветы и частички, привезенные с моря, песок, ракушки и жемчужины. Девушки смогли окунуться в атмосферу творчества и интересного общения. Каждая создала красивую работу, которую забрала домой. Всех интересует результат. Процесс сам интересный, но самое интересное, когда через сутки она застывает, и ты видишь свою работу, как она переливается. Но, конечно, здесь человек успокаивается. Кроме того, радует глаз. Это не то, что своими руками сделано, но, может, по-разному сделано. Работа сама себе ювелирная, красивая. Вот. И поэтому, да, эмоции получают. И с удовольствием хотят ей заниматься. И дети, и взрослые, и пожилые, да, всем нравится. И это очень хороший подарок. Очень красивый подарок, волшебный подарок. Делегация из Якутии почтила память земляков, отдавших жизнь за освобождение города Ржев от немецко-фашистских захватчиков. Митинг прошел в деревне Филькино, где располагается мемориальный комплекс воинам-якутянам. О сохранении памяти солдатов и их подвигов в материале Айсены Бурнашовой. Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, а Ржевская битва – одной из самых кровопролитных. Она длилась 14 месяцев, унесла жизни свыше 1,5 миллиона советских солдат. Тысячи якутян таки не вернулись домой. В 17 километрах от Ржева, близ деревни Филькино, стоит памятник воинов-якутян. И появился он здесь не случайно. В годы Великой Отечественной войны
1942 по 1943 годы здесь проходили ожесточенные бои. Якутяне воевали в составе 29-й и 30-й армий. Многие погибли. Памятник появился здесь в 1994 году. Рядом именные таблички. В год создания на табличках было высечено более 300 солдатских имен. Сегодня же на гранитных плитах увековечены имена 1219 якутских бойцов. Но на сегодня там 1219 человек, и еще могу сказать точно, что уже 8 человек еще есть. Раз в 5 лет стараемся добавить имена, которые находятся. Потому что открываются новые документы, и в связи с этим появляются новые имена. Брат погибшего под Ржевом солдата Геннадий Корнилов каждый год приезжает на мемориал. Это сын моего отца от первого брака. Он мой единокровный брат. Корнилов Гаврил Андрианович ушел на фронт в 41-м, почти сразу после окончания Алданского техникума. Воевал под Ржевом. Командир минометного взвода. Погиб в 1942-м во время Ржевско-Сычевской операции. Считался без вести пропавшим. И только в 2007 году удалось найти его останки, а вместе с ними и солдатский медальон. И именно сохранился его медальон, где он написал данные свои. Я адрес моего отца написал, в Большой Мархе их дом был. И все было четко написано, потому что он на обрывке какой-то служебной документации по выдаче боеприпасов оторвал кусочек и карандашом простым написал, и поэтому эта записка использовалась. Эта записка находится в Краеведческом музее в Якутске. Подвиг якутских солдат не забыт. На Ржевской земле каждый год проходят торжественно-траурные митинги. А превратились в белых журавлей. Мне кажется, вот эта инициатива якутян, которые воздвигают памятники своим землякам. Вот во многих регионах России, где была война, которые чтят память своих предков. Это сегодня очень важно. Это самый главный праздник в нашей семье. Мы встречали его на якутской земле, а сейчас вот приезжаем уже не первый раз на Тверскую землю. Поэтому желаем всем мира, добра и здоровья. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Ржевский район, Тверская область. В городском управлении гражданской обороны, защиты населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности Якутска назвали 3 локации, включенные в список разрешенных мест для массового отдыха. За причалом для погрузки угля на реке Лени, обустройством территории там занимается администрация микрорайона Кангаласы. Также на 20-м километре Покровского тракта, это правая сторона дороги Якутск-Покровск, ответственность там несет администрация наследия Хатасы. Городской пляж в 202-м микрорайоне обслуживанием занимается предприятие «Служба технического обслуживания». В этих местах разрешено находиться в любое время, однако разводить костры строго запрещено. Для желающих приготовить шашлыки на территориях оборудованы специальные места для использования углей. Но тем временем в столичном парке Победы состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к одному из самых важных праздников страны. В преддверии 9 мая горожане собрались, чтобы почтить память защитников Отечества и передать эстафету памяти подрастающему поколению. Подробнее о прошедших мероприятиях Анастасия Пуляева. Слава доблестным воинам, победившим во Второй мировой войне! Неугасима память поколения тех, кого так свято чтим. С этих слов в Парке Победы началась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу. Отдать дань уважения воинам-якутянам пришли представители органов власти, общественность и сотни молодых людей. Ощутить дух эпохи помогала и настоящая полевая кухня на привале. Здесь все организовано как по маслу. Топка дровами, аромат дыма и традиционная каша. Настоящая, как во время Второй мировой войны. Здесь есть топка, дрова, закладывается чай, каша, варится все, гречка, мясо. Получается очень-очень вкусно с дымком. Одна из самых важных составляющих мероприятий – портреты героев в руках горожан. Для Елены Амельченко это личная гордость. Ее дед Амельченко Петр Иванович был дважды героем Советского Союза. В полевых условиях ремонтировал технику и изготавливал все необходимые для нее детали. А другой предок прошел сразу 3 войны. Второй дедушка – это Горюнов Федор Матвеевич. Он прошел 3 войны, начиная с финскую, Великую Отечественную полностью всю и японскую войну.
Был моряком, ходил в море на легендарном Георгии Седове. У меня вот такие вот предки знаменитые. Вот очень горжусь ими. Состоялась и традиционная встреча фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны «Тыла. Весна Победы». В ее рамках провели концертную программу от учащихся школ города Якутска. Дань уважению силе и меткости предков стали и соревнования по стрельбе из традиционного лука. Турнир собрал 39 участников, для которых старт стал не только состязанием, но и открытием летнего сезона. Эти соревнования мы проводим 3-й год. Именно в это время, 8 мая. Зимой готовились, да, получается, это у нас как бы первые соревнования на открытом воздухе в этом году. Это открытие летнего сезона, получается. Одним из самых символичных моментов стали торжественные проводы призывников в ряды вооруженных сил России. Молодые люди отправляются на службу, сохраняя верность традициям и отчизне. Анастасия Буляева, Иван Сорокумов, Якутск.